Возможно, вы поступили бы совсем иначе. Ведь как только наступает смерть, вы обретаете либо высшую степень блаженства, либо высшую степень страданий. Вас поспешно вынесут, поместят в машину и повезут на кладбище к вашей могиле. В могиле темно. Очень темно. Вас поместят лежа 7 футов под землей. Братья и сестры, если вам еще не доводилось видеть, как все это происходит, пожалуйста, сходите и посмотрите. Когда тело помещают на правую сторону, развязывают узел, и брат, укладывавший его, вылезает из могилы и говорит «Бисмилля». После чего вас начинают засыпать сырой землей, сбрасывая на вас груды сырой земли, одну за другой, пока окончательно не сравняют вас с землей. Все присутствующие будут стоять и плакать, обращаться с мольбой за вас. Но пройдут какие-то считанные минуты, и все они покинут вас. Как только вас поместят в могилу, она крепко сожмет вас. Это сжатие может оказаться приветственным объятием о возвращении, или же это будет сжатие, которое раздавит каждую кость в вашем теле. Могила однозначно сожмет вас. Пусть Аллах облегчит наш удел. И в этот самый момент, мои братья и сестры, настанет время двух страшнейших творений Всевышнего, именуемых Мункар и Накир. Этих двух ангелов Аллах сотворил с невероятно ужасающими внешними чертами, с голосами, напоминающими раскаты грома, и взглядом, напоминающим сверкание молнии. Они спросят тебя: «Кто твой Господь? Кому ты устремлял свою покорность?» На что му'мин, праведный верующий, ответит: «Мой Господь Аллах». Когда они спросят: «Каков твой уклад жизни? Какова твоя религия?» На что му'мин ответит: «Мой жизненный уклад, моя религия – ислам, покорность Аллаху». А что ты скажешь по поводу человека, ниспосланного тебе? Он скажет: «Это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». Тогда они скажут: «Садакт, ты сказал правду». И тогда они прикажут могиле расшириться, и твоя могила превратится в райский сад. Тебя сразу отпустит. Начнется прекрасная жизнь. О Аллах, дай мне простор в моей могиле и освети мне ее светом. А по другую сторону, да убережет нас Аллах, они зайдут также, они зададут те же самые вопросы. И человек не сможет на них ответить. Они спросят: «Кто твой Господь? К кому ты устремлял свою покорность?» И человек ответит: «Я не знаю». «Каков твой жизненный уклад? Какова твоя религия?» Они ответят: «Я не знаю». «А что ты скажешь по поводу человека, ниспосланного к тебе?» «Я не знаю». Нам говорили, что надо было проявлять покорность». И тогда ангелы скажут: «Каззабт, ты лжешь, ты ничего не знаешь». И тогда они прикажут могиле превратиться в адскую яму, и ее охватит пламя, пока не наступит судный день. Могила начнет сжиматься, она станет уже и темнее, и каждая косточка в вашем теле будет раздавлена, да убережет нас Аллах. О Аллах, я ищу Твоей защиты от наказания в могиле. Да, братья и сестры, и на этом
еще не конец. В могиле ждут самые разные виды наказаний, в зависимости от тяжести совершенных нами грехов. Если ты хочешь спать спокойно в могиле, то тебе следует проснуться в этом мире.